Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 11 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день, какие события будут происходить, на что нужно обратить внимание. Итак, у нас основная карта туз чаш. Подсказки будем делать из цыганской колоды. Туз чаш — карта, которая говорит о том, что нам как что-то придет в дар сегодня. Да? Это может быть подарок от других людей, это может быть ситуация какая-то сложится так, что это будет для нами восприниматься как подарок от судьбы, да. Также это карта самореализации, да, допустим, вы к чему-то долгое время стремились, и вот есть возможность реализовать. Карта очень хорошая, которая говорит о возможностях в любви, в отношениях, о возможности заниматься любимым делом, и особенно это связано с творчеством, да, то есть очень здесь хорошие возможности, причем предоставляются возможности как-то не просто проявить себя для того, чтобы порадоваться, а это можно даже как бы либо на семью направить, да, то есть для кого-то это может быть впоследствии заключение брака, или может быть это организация своего дела, бизнеса какого-то. В общем, здесь действительно то, что мы любим, то, что нам нравится, можно поставить в какие-то рамки, да, и использовать для того, чтобы потом чувствовать себя комфортно, спокойно, зарабатывать на этом и так далее. То есть очень хороший день для того, чтобы начать, для того, чтобы реализовать вот какую-то возможность, которая придет сегодня. Давайте посмотрим, к чему же это будет относиться больше всего. Семерка пиковая. Карта говорит о том, что здесь, скорее всего, возможности будут приходить информационные. То есть вы либо узнаете о чем-то, идея к вам придет, да, либо кто-то из людей напишет вам, какое-то предложение сделает, либо это через сети, допустим, какие-то трансляции или еще что-то такое поможет вам вот как раз определиться, да, что же вам больше всего в жизни хочется, в каком направлении двигаться и начать уже это делать. Кроме того, здесь может быть у кого-то большой радостью будет получение какого-то заключения, допустим, там от врача, да, или может быть получение диплома, или может быть еще какая-то важная бумага. Для кого-то это может быть даже награда какая-то, да, за что-то. Вот именно в таком материальном подтверждении, то есть это будет написано, скорее всего, и вы можете, ну, как бы это сохранить. Может быть, будут какие-то важные денежные поступления, может быть, кто-то оплатит ваши счета даже, вот до такой степени может быть, да. Потом, смотрите, вот есть карта, когда мы как-то слишком много в себе копаемся, анализируем себя, да, это может быть и хорошо, если мы действуем после этого, но если мы просто как бы анализируем, то это уже может быть вредно, то есть может быть даже как-то создавать такое пониженное настроение. Кроме того, карта предупреждает от каких-либо зависимостей, да, то есть может быть захочется выпить лишнего или съесть лишнего, может быть, кстати, какое-то новое лекарство может быть назначено, если вы болели, да, можете выздороветь. Вот карта говорит о том, что появляется возможность для тех, кто вот именно болел. Хорошее время для того, чтобы творчески себя проявить. Может быть, это будет день как раз вот такой вот направленный на самореализацию. Вы там закроетесь в своей комнате, допустим, и будете творить, да, вот заниматься тем, что любите. И это может впоследствии принести очень хорошие денежки. Кроме того, карта говорит о том, что у вас сегодня могут быть не только обманы, да, но и сами вы можете в чем-то заблуждаться. То есть, может быть, надеяться на что-то очень сильно, да, и потом узнаете, что это, ну, как бы невозможно, да, или это не произойдет. То есть могут быть какие-то сложности такого рода. Кроме того, по семерке чаш у нас, скорее всего, неожиданные какие-то ситуации, которые связаны с деньгами, с нашим кошельком, с какими-то покупками, да. Вот
Смотрите, во-первых, берегите свой кошелек, берегите свои деньги, чтобы никто ничего у вас там не смог забрать, да. Либо, может быть, здесь какие-то траты спонтанные, допустим, там на одежду, на косметику, еще на ароматы на какие-то, может быть, подарки кому-то. В общем, платье, драгоценности, бижутерия, вот что-то такое, знаете, можете купить и потом можете об этом пожалеть. Может быть, слишком уж как-то спонтанно, необдуманно, да, может быть, вам как бы по действию настроения сделаете, а потом пожалеете. Вот, кроме того, еще какие события могут быть сегодня по 8 жезлов? У нас здесь очень быстро развиваются события, связанные с деятельностью. Может кто-то там приезжать, сами вы можете куда-то поехать, может быть, будет возможность даже встречи с человеком для тех, кто вот не в паре, да, встречи, знакомства с новым человеком. Карта завершения каких-то важных проектов. Вообще вот 8 жезлов – это у нас карта осуществления наших планов, когда мы получаем результат, может быть, первый какой-то результат, который зависит не только от нас, но и от нашего окружения близкого. Может быть, здесь там сдача экзаменов для кого-то, зачетов, может быть, получение каких-то важных бумаг, документов, может быть, планирование каких-то поездок, покупка документов, может быть, что-то связанное с транспортом решается. То есть все очень удачно и очень успешно по 8 жезлов. Знаете, даже какое-то очень важное для вас дело, какую-то важную цель, вот можно начать сегодня как бы осуществлять. Может быть, даже сегодня уже все это закончится, а может быть, просто начало осуществления какого-то важного для вас дела. Ну и, конечно же, император, который говорит о том, что мы будем себя сегодня чувствовать очень влиятельными, да, то есть мы будем влиять и на ситуацию, и на других людей, мы будем ощущать себя в безопасности, может быть, появится человек, который может нам поддержку оказать. Эта карта очень хорошая для того, чтобы начинать бизнес, либо какие-то результаты получать в новых проектах. Хорошая карта для того, чтобы обеспечивать себя деньгами. В общем, все, что связано со стабильностью, деньгами, своим делом, взятием на себя ответственности, достижениями какими-то в плане карьеры и финансов, да, это вот карта очень хорошая. Давайте посмотрим, что же будет в отношениях. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что появится, скорее всего, будет инициатива исходить от мужчины. Мужчина захочет познакомиться, проявит активность, проявит инициативу, может быть, даже себя покажет с какой-то стороны, может быть, знаете, даже в какой-то критической ситуации окажет помощь. Хорошее время для знакомства. Для тех, кто в паре, но здесь любовь, романтика, подарки, счастье, вот все самое лучшее, что только может быть. А для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что можно прояснить ситуацию, можно, кстати, тоже через какие-то приятные вещи, через подарки, через какой-то праздник помириться. Но обязательно, конечно, поговорить, прояснить ситуацию. А теперь по работе. Что у нас для тех, кто в поиске работы? Тоже какой-то подарок для вас, очень комфортное, может, место работы, о котором, может быть, вы давно мечтали. А для тех, кто уже работает, десятка пиковая говорит о том, что в работе перемены, очень удачное время для того, чтобы лучше зарабатывать, перейти, может быть, на новый уровень, заключить какие-то новые контакты. В общем, очень хорошая карта для сделок, для любых, для получения прибыли, карта для изменения в плане привычек каких-то, которые вот раньше были, допустим, на работе, да, теперь все будет совершенно по-другому. Может быть, новый график, может быть, новая должность, кстати, может быть, повышение, может быть, кстати, даже предложение может переехать там в другой город или, может быть, в новый офис или еще что-то такое. Для тех, у кого свое дело. Карта говорит о том, что, скорее всего, будет какое-то обновление, может быть, то, что вы делали раньше, оно, ну, как бы
перестает быть нужным, быть полезным, и вам нужно здесь что-то новое. И вот, скорее всего, вы завтра уже либо задумаетесь об этом, либо уже начнете что-то. Причем, возможно, карта говорит о том, что вы будете очень внимательны к тому, что происходит вокруг вас. То есть что-то очень важное вам могут подсказать люди из близкого окружения, из семьи. Может быть, кстати, неплохо было бы подумать о том, что вот именно ваш бизнес, ваше предприятие нуждается в обновлении, может быть. Может быть, это не просто смена направления полная, а может быть, это просто какие-то новые технологии, как-то вот по-новому все перестроить для того, чтобы приносило доход, для того, чтобы вас все устраивало. Кроме того, эта карта очень часто связана с домом, да, может быть, прямо из дома вести дела, карта связана с какими-то, знаете, нуждами для семьи. Может быть, ваше дело как раз будет связано, ну, как бы тема такая будет, да, это обеспечение там детей, это образование, может быть, продукты питания, может быть, недвижимость. В общем, знаете, все, что связано с домом и каждодневными нуждами. Может быть, какая-то идея вам придет, как вот свой бизнес перестроить, чтобы вот все было удобно, комфортно и так далее. Для финансов, для тех, кто на зарплате. Карта говорит о том, что могут быть задержки, или эта карта может говорить о том, что ваша как бы зарплата не изменилась, не упала, не стала меньше. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта говорит о том, что будут какие-то расходы лишние, да, и, может быть, не в такой мере вы будете зарабатывать, как раньше, может быть, даже от чего-то придется отказаться, от каких-то финансовых потоков. Но в то же время карта активности, то есть когда вы действительно стараетесь заработать, когда вы пытаетесь как-то по-новому заработать, в любом случае здесь как бы вы сможете все обеспечить, но просто больше усилий вкладывается уже в это. И совет посмотрим, какой совет. Десятка бубновая. Карта говорит о том, что нужно обращать внимание на все новое, на новые технологии, на новые идеи, на какие-то изобретения, да, на что-то неизвестное вам ранее, то есть учиться нужно. Карта, которая говорит о том, что нужно увеличивать, улучшать профессиональные навыки, может быть, новое образование, новый опыт какой-то. Кстати, карта это очень часто говорит об эзотерике, да, может быть, для кого-то очень важно это направление освоить. Но в любом случае здесь вот как совет обращать внимание на новое и повышать свой уровень, учиться. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.